Рейды в Москве 31 декабря. Россия наращивает силы на границе с Центральной Азией. Мирзияев подумывает о ЕАЭС. Полиция, ОМОН и Росгвардия в ночь с 31 декабря на 1 января провели в Москве рейды по задержанию так называемых потенциальных террористов. Около 150 трудовых мигрантов из Средней Азии были задержаны, десятки были арестованы до выяснения обстоятельств. Людей задерживали, проверяли их документы и проводили обыски прямо на улице, только на основании того, что они были неславянской внешности. Активист и блогер Александр Ким стал очевидцем и заснял происходящее на видео, выложив это в YouTube. Я стою на тротуаре. Вдруг? Что вдруг? Парни потенциальные террористы. Какие? Почему они потенциальные террористы? Потому что. Почему? Объясните, пожалуйста. Потому что. На вопрос блогера о причинах проверки людей капитан полиции и сотрудник Росгвардии Максим Полтанов ответил, что они могут быть потенциальными террористами из-за их неславянской внешности. По какому принципу вы их выдергивали из толпы? Иностранный гражданин. Вы их остановили, потому что они иностранные граждане? Совершенно верно. Я не могу проверить. Россия в следующем году продолжит наращивать боевой потенциал войск Центрального округа, присутствующих в том числе на границе со странами Центральной Азии. Об этом сообщил в РИА Новости на прошлой неделе командующий войсками округа Александр Лапин. В настоящее время осуществляется пролив всей технической территории склада. По мнению Лапина, центральноазиатское направление для России одно из наиболее важных, о чем неоднократно говорили и в Генштабе, и в Совете Безопасности Российской Федерации. Передовым рубежом обеспечения безопасности. Основными задачами подготовки войск в следующем году определены увеличение интенсивности оперативной подготовки на 13%, а боевой на 26%, доложил Лапин на селекторном совещании в Минобороны РФ. Перед нами стоит общая задача по защите наших рубежей. Причиной всему этому является, по заявлениям российских властей, то, что якобы на афгано-таджикской границе уже который год скапливаются так называемые боевики ИГИЛ, которые якобы планируют вторгнуться в регион. По мнению экспертов, информация о скапливании неких боевиков на афганской территории на границе с Таджикистаном как минимум преувеличена. Так, например, в материале, опубликованном на CIAnetwork.org от 22 января 2016 года под названием «Растущая угроза из Афганистана сильно преувеличена», автором которого является главный редактор Регистан.нет и научный сотрудник программы изучения Центральной Азии Университета Джорджа Вашингтона Ноа Такер. Эксперт говорит, если вкратце, то я думаю, что растущая угроза из Афганистана, по крайней мере для Центральной Азии, сильно преувеличена и использована комментаторами российских спецслужб, а также региональными правительствами и их говорящими головами, так как это соответствует политическому нарративу, который каждая из этих групп считает для себя полезным. Точно так же последние 15 лет людям твердили об угрозе, исходящей от ИДУ, Исламского движения Узбекистана, или СИД, Союза исламского джихада, и шире, от любого другого исламского движения, которое не контролируется государством. Одна и та же история, меняется только аббревиатура. Уже сосредоточено свыше 2000 боевиков для подготовки плацдарма для вторжения в регион Центральной Азии через Таджикистан и Туркменистан. Приоритетными целями игиловцев. Напомним, что в своем заявлении 18 декабря 2019 года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, прокомментировав обстановку в Афганистане, в очередной раз попытался напугать своих коллег из Центральной Азии угрозой вторжения боевиков. И дипломатических представительств, а также иностранные граждане. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Ниматов заявил, что режим Мирзияева рассматривает возможности по вступлению в ЕАЭС. Об этом он заявил в интервью агентству РИА Новости. Сейчас изучается этот вопрос, тщательно изучается. Изучение потом будет ставиться на весы и, естественно, будет приниматься решение, рассказал Ниматов в беседе с журналистами. Bu ittifaqның asaratlarını Kazakistan'da hem ko'ryapmiz, Kırgızistan'da ham. Masalan, Kırgızlar hazır
bazı yerlerde mitingler kılışıyaptı bu ittifak karşı ve В свою очередь, узбекский оппозиционер Мухаммад Салих, возглавляющий Народное движение Узбекистана, выступил с видеообращением на своем сайте 27 декабря. По мнению оппозиционного политика, вступление Узбекистана в ЕАЭС является политической угрозой для страны. Даже диктатор Каримов говорил в 2014 году, что вступление Узбекистана в ЕАЭС является угрозой для независимости. Но Мирзияев хочет решить вопрос, как говорится, без сучка, без задоринки. Кажется, он считает, что ведет более умную политику, чем его учитель, считает оппозиционер. hatta Lukashenko'ya bu ittifaktan şikayetçi. Bana şuna bir fonda. То есть чиновник говорит, что власти не будут ломать голову над тем, как найти работу для постоянно растущего населения. Мы будем готовить население к миграции, поручим защиту его прав департаменту миграции соседней страны. Этот департамент ознакомит мое население с правами мигранта, создаст условия, чтобы не умереть от голода, воодушевленно говорит Ильхом Нематов. Вот вам решение проблемы – национальная политика Мирзияева. Это визион руководителя Узбекистана, считающегося одной из самых богатых природными ресурсами стран мира, говорит Мухаммад Салих в своем заявлении. İntegrasiya hem iktisadi hem siyaseten bitti bir koordinatif bir merkez kurulup yani bitti devlet demeyeyim ben ama bir ittifak olarak ortaya çıksa keyin başka ittifaklar hakkında oylap görüşürüz.